В селе Чурапча запущены новые очистные сооружения. Запуск объекта провел руководитель Якутии Егор Борисов и председатель наблюдательного совета Фонда реформирования ЖКХ России Сергей Степашин. Стоимость сооружений 69 миллионов рублей. Деньги поступили из федерального бюджета. В сутки объект может переработать до 400 кубов фекальных вод. Тем самым полностью закрывает нужды села Чурапча. Это первый пилотный проект в республике. Визит главного ревизора страны Сергея Степашина чурапчинцы встретили с ликованием. Целью визита Сергея Вадимовича была оценка хода реализации федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и осмотр нововведенного канализационно-очистного сооружения ООО «Джулур» с производительностью 500 кубических метров в сутки, аналогов которого в сельской местности Якутии нету. Полностью на отечественном оборудовании мы сейчас зашли, посмотрели. Всего 2 человека обслуживает. Так что это очень успешный проект. Самое главное, это для людей. Для людей, которые здесь живут, которые здесь работают. Строительство очистного сооружения было реализовано по пилотному проекту, общая сумма которого составила 69 миллионов рублей. Из них 13 миллионов вложил ООО «Джулур», 22 миллиона было выделено из Фонда жилищного хозяйства России, а остальную часть софинансировала республика. Часть муниципального образования и средства ООО «Джулур», то есть мы как концессионеры, мы привлекли на этот объект кредитные средства через Алмаз-Аргенбанк местный. Они нас поняли, проект изучили и финансировали, то есть дали кредит. На встрече с журналистами Ильдархан Егор Борисов сказал о том, что в ближайшие годы планируется строительство таких очистных станций и в других населенных пунктах республики. Сейчас говорить именно поименно, по каким районам этот проект будет реализовываться, еще рано, потому что здесь очень правильный механизм заложен. Это участвует главный фонд, а потом муниципалитеты, республика и, соответственно, глава района, он пригласил глав других районов, недавно, пользуясь хорошим мероприятием спортивным, и они посетили, и уже заявки поступили, и поэтому сегодня будет выделяться средства, будем выходить с конкретной просьбой фонду по тому, как главы представят документы. И то, что это первый, но не последний объект, это очень правильно. Поэтому я полагаю, что так и должно быть и в других регионах, не только Якутии, но и нашей страны. Якутия, что касается ветхого аварийного жилья, по объему одно из самых больших. И надо отдать должное, я уже сегодня говорил, спасибо Егору Фанасовичу и, собственно говоря, руководителям муниципалитетов, вы показали практически весь объем. Поэтому сегодня важно, чтобы эта программа была продолжена. В последние годы Якутия лидирует по реализации федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Например, в селе Чурапча, начиная с 2013 года по 2017 годы, построено 11 многоквартирных домов с общей площадью 18 223 квадратных метра. 238 семей, проживающих в аварийных домах, улучшили жилищные условия. Ликвидировано 35 аварийных домов. Сергей Вадимович в ходе визита встретился с жильцами дома по улице Ленина. Дом введен в конце 2015 года. В торжественной встрече этому дому присвоен статус образцового содержания. Арман Дмитриев, Анна Семенова, Чурапча.